Здравствуйте, меня зовут Даяна Романова, ученица 7 Б класса, школа номер 25 города Якутска. Позвольте представить доклад на тему влияния газированных напитков на организм человека. Актуальность работы. В последнее время с развитием генной инженерии широко использование консервантов, красителей и искусственных вкусовых добавок. Многие родители стали задумываться о пользе или вреде того или иного продукта для их детей. Детей же, в свою очередь, привлекают яркие вкусы, красочность упаковки и рекламная кампания данных продуктов. Поэтому возникает ситуация, когда дети не принимают доводы родителей. Небольшое количество газированной воды не повредит, но частое употребление большого количества может неблагоприятно отразиться на здоровье человека. Цель работы – выявить отрицательное влияние газированных напитков на организм человека. Для достижения цели поставлены следующие задачи. Сначала мы изучили историю возникновения газированных напитков. Они возникли довольно давно. Сравнили состав газированных соков и влияние на организм человека. Мы видим, что компоненты отрицательно влияют на организм человека. Чтобы узнать, какие соки больше употребляют 7 Б класс, мы провели анкетирование. Всего участвовало 28 человек. Выяснили, что 96% употребляют, 4% нет. Чаще всего пьют Кока-Колу и Пепси. На вопрос номер 3. Как часто вы употребляете сладкие газированные напитки? Чаще всего 2 раза в неделю, 25%. И никогда только 3%. На вопрос номер 4. Считаете ли вы газированные напитки вредными для здоровья? 50% считают, нет процентов 11%, не знают 39%. По мнению учащихся, основным причиной вреда для здоровья человека является слишком много сахара и наличие газа. Когда мы пьем газированный сок, первое, на что они влияют, это на нашу зубную эмаль. Нам было страшно экспериментировать над своими зубами, из-за этого мы взяли скорлупу куриного яйца. Мы положили газированные соки и воду. Через 2 часа в Кока-Коле и Пепси скорлупа стала более темнее, а в Фанте и лимонаде более желтоватый цвет. А в воде ничего не изменилось. Вывод то, что в Кока-Коле и Пепси содержится много красителей, которые проникают даже в твердый суп и могут даже разрушиться. Опыт номер 2. Действие газированных соков на желудок. Мы взяли 5 кусочков говядины и положили их в газированные соки и воду. Через несколько минут в Кока-Коле и Пепси изменился цвет и появилась рыхлая масса. А в лимонаде и Фанте обесцветилась, структура мяса изменилась. В воде не изменилась, но изменился цвет. Вывод: из 5 газированных соков Кока-Кола и Пепси агрессивно действуют на мышечную ткань и могут привести к гастриту или язве желудка. Опыт номер 3. Растворение на лед из гвоздей. Мы взяли 4 гвозди и положили их в газированные соки. Через сутки заметно, что в Кока-Коле и Пепси более стало чище. Вывод то, что в Кока-Коле и Пепси есть вещества против налета. Опыт номер 4. Влияние газированных напитков на белок. Мы добавили молоко в газированный сок. Через 10 минут в газированных соках появилась творожная масса. Вывод то, что в Кока-Коле и Пепси есть ортофосфорная кислота, а в Фанте и лимонаде лимонная кислота. После результатов исследований сделаны следующие выводы. Сравнив 5 газированных соков, пришли выводы, что самыми вредными газированными соками являются Кока-Кола и Пепси. Наши исследования и опыты подтверждают наличие сладких газированных напитков, веществ, вредных для нашего организма. Поэтому лучше отказаться от их употребления. Спасибо за внимание.